чтобы они поняли, что вы не жилой фонд, а вы жители. Я много раз встречаюсь в городе сейчас, уже 5-й месяц, я езжу по городу, и каждый раз я слышу от УК: мы обслуживаем жилой фонд. А людей-то вы там видите? Задаю я вам вопрос. Некоторые говорят, да. Почему тогда вы к ним относитесь как чуть ли не на «ты», с низким уровнем этики? Ваши диспетчеры с людьми разговаривают как, не знаю с кем, ссылаясь на то, что им не платят, значит, деньги и так далее. Поэтому я должен вот эту вот ситуацию изучить. И метод мой очень простой. Я встречаюсь с жителями, вот управляющая компания, вот глава. Я с них спрашиваю. Если я с головой смогу напрямую спросить, вот он сидит у меня, я его заведу в кабинет и поговорю с ним крепко, то управляющая компания, у меня другие методы. И этими методами я вас, как бы, в связи с чем я еще раз обращаюсь, чтобы сохранить хронометраж времени, чтобы все успели высказаться, давайте мы договоримся о том, что мы говорим только о бытии, только о том, что нас касается каждый день. Помойки, собаки. Есть в этом согласие? Есть. Тепло еще. Есть тепло, да, конечно, тепло, конечно. Все, методика следующая. Вы встаете, вы сейчас первые встанете прямо, и вы говорите адрес свой, кто вас обслуживает и какая у вас претензия. Договорились? Старт. А у вас есть там? Или говорите, чтобы сохранить время. Время у нас есть. Раз. Рабочая группа. Вас как еще раз, вас как зовут, какая управляющая компания? Управляющая компания ИП Курчатова. Начнем с этого. Адрес? Пионерская 36/1. Я старая, скажем так, да, бывшая. Как зовут? Галина Маркеловна. Хочется вот, резонно задать вопрос, потому что я не понимаю, как мы, живя в таких деревянных домах, делали сами самострой. Я в Данилову сколько ходила, сами делали трубы, протягивали, да? Коммуникаций у нас никаких нету, а платим мы как за благоустроенную квартиру. Весь квартал вот в таком плачевном состоянии. У кого деньги, кто деньги находит, тот себе канализацию делает. При этом нарушается почва. Весной мы все тонем. Управляющая компания абсолютно ничем не занимается. Вот сейчас я даже могу провести гора мусора. Убирается она только весной, когда заканчиваются вот эти вот белые мухи. Но сколько можно вот с этой управляющей? Она себя оформила как ИП Курчатова. Даже не сама владеет, а дочь этим распоряжается. ИП Курчатова здесь есть? Ну, ребята, вы знаете, как это делается? Ну, многоквартирный дом провели сами канализацию, сбросили, скинули 40 тысяч на одного собственника, он им все провел со 2-го этажа, залили всю территорию. Первый этаж стоят полностью вот так фекалку. Да. Это было у вас. Со 2-го этажа пустили стиральные машинки. Сосед делал квартиру, канализацию за 40 тысяч. Сейчас они, я говорю, пиши заявление в полицию, пишите. Кому деньги добыли? Нет, получается, мы платим как за благоустроенную квартиру по 5 тысяч, да, с лишним. Платим мы, вот я могу эти предоставить. Вы не приходите, не чистите, когда засоряется вот этот, потому что, говорите, вы несанкционированно сделали вот это. И весь квартал такой вот. Вы подали жалобу на нас в Госрожнадзор. Чусовская мне ответила, и вам ответила Чусовская. Прокуратура Алексеева была прокурор, тариф утвержденный администрацией города. Вы написали, ИП Курчатова самовольно делают тарифы, завышают их. Вы не доказали это же. Никто не писал, просто у вас вот такая вот система. Или город так делает, что у нас благоустроенные квартиры берет. Да. Как за благоустроенную квартиру? 17 рублей не берут за ЧБ. А у них вопрос идет, потому что водоканал им дают те условия, вам дают же водоканал. Я уже писал заявление, вы не приходили ко мне. Я приезжал, чтобы был Жесков. Слушайте, у вас только отговорок, да, вместе с Курчатовой? Да. Да, благоустроенную квартиру. Да. Но они не обслуживают, потому что, говорят, вы сами, да, как самострой. Добрый вечер. Можно я скажу, да?
Давайте сделаем так. Давайте маленько послушаем, да. Да, у нас действительно, у нас очень редкий аварийный фонд на нашем округе. Это деревянные дома. Но, конечно же, жители сами самостоятельно проводят канализацию, и потом страдают соседи. Вот. И да, жильцы страдают. Это не только вина управляющей компании, но с тем, что вот они берут плату как благоустроенное жилье, это надо разбираться. Вы придите, пожалуйста, давайте со своими квитанциями, ладно? Хорошо? И мы это все обсудим, посмотрим. Если что, мы будем отправлять это дальше уже, чтобы разобраться в этой ситуации. Хорошо? Вообще должна заниматься прокуратура, потому что мы живем в деревянном фонде, а оплачиваем там за благоустроенные квартиры. Это сколько лет? Хорошо. И ИП Курчатова Алексей Юрьевич, вы услышали, да? Но коли есть претензии, надо с ней разобраться. С главой вместе, если там завышение тарифов, надо, значит, вопросы урегулировать, либо прояснение сделать. У кого есть вопросы еще к ИП Курчатовой? Именно ИП Курчатова. Претензии. Говорите, Иванович. У меня вот такой вопрос, как раз насчет этих самостроенных канализаций. Вот кто-то сам построил канализацию. Вот у нас 46-й дом дробь они построили сами, они наступят. У вас ИП Курчатова? Да, про Курчатова конкретно. Имеет право Курчатов эти все самостроенные канализашки обрезать? Или это надо через суд, через прокуратуру? Алексей, объясни. В 2006 году мы обрезали канализацию совместно с МУК теплоэнергией. Они садили котельную второго квартала, 46-й, вот этот округ полностью, они посадили на слив котельную. Была остановка котельной, Михаил Федорович знает, в 3 часа ночи мы резали ваши канализации. Подключали пушки, приезжал еще Теслер, помогал пушками греть эти дома. Я имею в виду, что вот эти все, которые там самостроены, Со второго этажа мы отрезали, я не всех скрываю. надо отрезать, по всем кварталам, везде, всех. То есть есть, так скажем, техногенная ситуация, когда из-за проточки, значит, чтобы не замерзала, посадка была котельной и ее остановка зимой. Правильно вас понимаю? Есть актированный документ? Есть документ такой? Ну, какой может быть вопрос здесь? Здесь надо понимать, что ваш один септик и целая котельная, которая обслуживает целый квартал, ну надо с этим как-то, как минимум, с пониманием отнестись. Так, я говорю, что они нас дом затопили. Вот это Вот за то, что вы их обрубили. А почему это надо обрезать полностью? Всех обрезать? Ну, давайте так. Вообще, если вы, жильцы, скажете, что ваши соседи, а я много вижу этих выпусков, значит, нашу самостоятельную, ну, вы не желаете, чтобы это было? Ну, так откровенно скажем, у нас мы немножко закрываем на это глаза, потому что действительно есть проблема с коммуникациями у вас, и вам нужно благоустройство такое, надлежащее и так далее. Но если вы скажете, что запретить вот эти все, ну тогда нам придется применить административные меры. Вы уж этим тогда меритесь, у кого есть такая канализация. Либо, значит, решать. К ИП Курчатовой есть вопросы еще? К ИП Курчатовой по жилому фонду претензии есть? 57 есть что-нибудь? Якутская 57? 57 пропадет. А это что, ИП Курчатова? Да, и по Курчатова там с отоплением вот очень много у нас свой этот самый группа своя, да? В эту группу очень много пишут, 57 пропадет. Там с отоплением очень много мороки. Ну, здесь собрались, конечно, все, вот, кто не согласен с условиями своей жизни, поэтому вы, конечно, тоже возьмете все это на контроль. Это во-первых. Во-вторых, вот такие вот у нас условия очень тяжелые. 57/1 я сама хожу и курирую. Там вообще страшно даже в подъезд заходить. Живут там, уж говорит, там уже весна, там уже вода, там не зайдешь без сапог и не выйдешь без детских сапог. А отопление, честное слово, тоже очень плохо. Курчатова, давай хотите? Давайте. Хочу сказать по ИП Курчатова. 2 недели назад, в общем, давала заявку на утепление подъездных дверей. Двери нараспашку. Пионерская 38/1, первый подъезд, я Кузьмина Светлана. Стою в инициативной группе по сносу 17-го квартала. 2 недели назад давала заявку по поводу утепления, попросила плотника, вызовите, пожалуйста, сделайте нам, утеплите двери. Плотник пришел, отдолбил непонятно что, там столько мусора оставил, двери там строгал, не строгал, двери так и не закрываются. Повесил 2 пружины, и на этом все.
На первом этаже, получается, у нас 2 двери входные, да, в подъезд, они обе нараспашку. Я живу на 2-м этаже, у меня железная дверь, я утром каждый день отдалбливаю лед, чтобы закрыть дверь, то есть бужу всех соседей. 2 недели, вот каждый день звоню в диспетчерскую, мне обещают, мы на понедельник отписали, на путевку там и так далее. Вот жду, думаю, если вот сегодня еще собрание, если завтра ничего не будет, я уже хотела в ЕДС писать, как бы, да. Работает только, когда, ну, по крайней мере, по моим заявкам, когда я какие-то заявки даю, выполняется только тогда, когда я подаю в ЕДС. Пока в ЕДС не подашь, бесполезно. Еще звонят, говорят, снимите заявку. И еще такой вопрос, то, что выполняют в основном заявки только те, которые оплачивают квартиру. То есть, если я плачу вовремя, вот я плачу вовремя за квартиру, да, у меня редко бывает там долг месяц-два, да, я плачу вовремя, так я хочу в полной мере получать услуги, а не так, то, что я заплатила, а я там бегаю, догоняю, предоставьте мне там то-то, то-то. Я отвечаю, у вас долг, допустим, там квартира какая-то звонит, соседская моя, я говорю, звоните, давайте всем подъездам не звонить, может быть, что-то сделают. Они говорят, мы звоним, говорят, у нас типа долг за квартиру, мы к вам не придем. Ну так же тоже они должны работать. А так претензий, в принципе, вот у меня в Курчатово нет. Единственное, то, что вот когда им звонишь, и они говорят, то, что типа мы сделаем, и тянут просто-напросто все. Так, ну эта проблема тоже есть у нас, конечно, по управляющим компаниям. Но сейчас мы взяли вот, действительно, если не делают по заявке, надо в ЕДДС отправлять. Мы каждое утро, управа, да, мы берем заявки с ЕДДС. Я сам заявки контролирую. Если они их не выполняют, не отзваниваются обратно, то им полную программу. Ну, как просто ждешь. Да, и завтра подойдут, они вам обязательно сделают. Вот я уже смотрю в глаза Алексея Георгиевича, да, он уже сказал, все будет сделано. Так что завтра в управу позвоните вечером. Хорошо? Даже... Светлана очень правильный вопрос подняла, я ко всем жителям обращаюсь, сейчас вы скажете своем. Понимаете, что если управляющая компания не шевелится, и вы не можете до нее дозвониться, для этого создана служба ЕДДС. Мы, глава округа, ЕДДС, мы настроены на то, чтобы понудить управляющую компанию, чтобы она к вам пришла. У нас нет идеи статистов, чтобы просто фиксировать. У нас есть идея, чтобы они приходили к вам. Для этого я здесь нахожу. Я ко всем обращаюсь. Звоните в ЕДДС и все, потому что это подотчетное. Я не могу заглянуть к ним, сколько они взяли с вас денег. Я не могу заглянуть в диспетчерскую, они мне могут на уши лапшу навешать. Но в ЕДДС это наша служба, и мы там проверим. И выполнена ли заявка или нет, мы еще позвоним и спросим. Выполнен только после этого с ними. Понимаете все? Я вас всех призываю, уважаемые жители, делать это. И не стесняться, что вы кого-то там побеспокоите. Звоните, все. Люди работают на рабочих местах, получают за это заработную плату, и это их прямая ответственность. И обязанность в том числе. Говорите. Здравствуйте, я вот с Жавницкого 25, Ларионова Евгения. И хотела бы задать такой вопрос. У нас дома очень холодно. Мы живем... Кто обслуживает вас? Юнион. Подождите, стоп. Давайте с Курчатовой закончим, чтобы у нас было качественное, эффективное. Еще по Курчатовой есть, мы вернемся к вашему Юниону. По Курчатовой есть вопросы? ИП? По Курчатовой? Нету. Подождите сейчас. Значит, смотрите, присядьте, мы сейчас к Юниону вернемся. Юнион — это наша компания, мы с ней разберемся. Вот смотрите, я очень часто слышу в разных округах отзывы о компаниях. О каких-то хорошие отзывы, в большей степени жители жалуются. Но редкий случай, когда люди что-то могут сказать доброе о компании, которая работает на земле и так далее. У вас есть что-то в адрес ИП Курчатовой сказать доброе? Или она прям такая вообще плохая-расплохая, но вы с ней сотрудничаете? Есть что-то хорошее? Доброе? Доброе, да. Тогда... Извините, я после операции должен находиться, не могу разрешить под вашу поддержку. Давайте сейчас по поводу закончим. Давайте, чтобы не срывать наши... Я понимаю, мы сейчас ведем как бы планомерное собрание, и мы потом дадим в конце всем слово, выговориться в разном уже хорошо. А вы по какому поводу хотите? Я хотел
Курчатова дом. Да, скажите. Давайте. Да, Курчатова известно, да? Вот тут 48 компания нормально работает. Если приходишь, не говорю, что с первого раза придут, со второго раза придут. Это самое. Потому что есть компания намного хуже. Заявки выполняю. Мусор пускай не каждый день, но все равно мусор через день убирается, нет, чтобы такие горы росли. Не растут. У нас во дворе не растут двора. Они, допустим, неделю растут, через неделю убрали, все чисто. Ну тогда у меня вопрос к вам. Если вы хотите сказать, все равно люди работают и так далее. Нормально работают. Не очень отлично, не говорю, что отлично. Но есть многие хуже. Ну вы же сказали. Давай, я звоню, допустим, мусорка полная, да? Звоню собаке, даже все растаскиваю, детям гулять негде, да? Все по ограде растаскано. Звоню, когда в диспетчерскую, мне говорят, ну вот ваши дома не платят за квартиру, у нас нету машины отправить, нету денег, чтобы машину нанять. И вот бывает мусор месяц не вывозится. Хорошо. Ну, в любом случае, я хотел бы к вам обратиться, да, уважаемые, кого обслуживает ИП Курчатова. Не всегда хорошо, когда мы только порицанием и только высказываниями негативными можем результата какого-то достичь. Мы же с вами все жители города Якутска, и мы же все с вами, скажем, вместе живем в одном городе, и постоянно там, нарицание, порицание в одну сторону компании говорить, это тоже иногда бывает неправильно. Иногда есть хорошие дела, когда люди стараются, их нужно отмечать. У меня к вам обращение, если есть такая возможность, вы отмечайте, потому что им эта поддержка ваша, ой, как нужна, и фонд-то у нас правда ниже. Да, то, что вы нам говорите об этом, мы будем отмечать и будем их, скажем так, понуждать к работе. Но иногда отмечать это бы не помешало. Это как ребенка. Если вы будете ему говорить, что он плохой, он вырастет плохим. Знаете об этом? Нет, и хороший. У меня есть предложение, вот человек сел, да, здесь. Дадим мы слово ему, чтобы он что-то высказал там, свое, а потом продолжим. Дадите? Всем добрый вечер. Я вас долго задержать не буду, извините, после офтальмологической операции. Я хочу поблагодарить управляющие компании, которые работают по строительному округу. Это люди, которые работают на человеческих условиях, с фекалиями, с ржавыми трубами. Спасибо вам большое. Я, можно скажу, потом будете говорить. Я хочу поблагодарить Владимира Юрьевича. Какие дифферанды? Я пришел с конкретным предложением. Документы находятся у Ивана Ивановича Данилова. Это документы, то, что строительная компания нашего города готовы предоставить под программу ветхого аварийного жилья, которую документально подтвердили, несколько сотен квартир в готовых домах. Для этого, Владимир Юрьевич, я пришел вас поддержать и хочу, чтобы вы в протокол внесли следующее. Я переговорил с Игорем. Я переговорил с Игорем Васильевичем Ткаченко, это бывший начальник ДЖО, очень квалифицированный человек, который подсказал, как надо сделать одномоментное расселение 2, 4, 17 квартала. Надо просто в администрации города, для того, чтобы не так, чтобы приезжали эти дома снесли, те дома снесли, этих людей надо расселить одномоментно. Это мое мнение и ваше тоже. Надо просто принять под программу, она так и называется, под программу по расселению 2, 4, 17 квартала. На основании принятой под программы финансирование, которое приходит в Республику Саха-Якутия, будет направлено в первую очередь на 3 квартала на эти, а потом будет перераспределен во всей республике. Так что прошу мне протокол и впоследствии знать, что из-за вот этого нюанса, из-за не принятой под программы, вы можете со своим расселением затянуться на несколько лет. А если будут собраны голоса ваши все, то деньги сейчас приходят, они в первую очередь будут направлены на этот квартал. Услышьте, пожалуйста, мое мнение, потому что, проводя переговоры с руководством управляющих компаний, они будут обслуживать новые дома, и нареканий никаких не будет. Так что документально все подтверждено. Я сдал полностью отчет Гоголю Василию Васильевичу, который увидел, созвонился со всеми руководителями строительных компаний города, которые официально подтвердили, что квартиры в наличии есть, если будет принята программа.
будет объявлен аукцион, в котором будут участвовать и выигрывать. Так что желаю вам новых квартир и счастья в ваших семьях. С наступающим Новым годом! Значит, уважаемые, продолжим. Сейчас вы по какому вопросу? Пока почему? Что вы хотите сказать? Давайте закончим. Вы сами Курчатова? Я проработала в управляющей компании. В управляющей компании Джулус 7 лет, потом даже и в ИП Курчатова проработала. Я хочу сказать, вот такая обстановка. Да, сетуют люди на то, что там заливается, что там мусора много, но люди сами не соблюдают, понимаете, порядок своих подъездов и около своих домов. В подъезде невозможно зайти, выливается, что-то там все сыпется, ремонты не делаются, не подметаются. Вот должен Ваня прийти, кто-то подмести, из окон выливаются даже помои, выбрасывается мусор. И они сетуют это на управляющей компании. Пардон, вы живете в этих домах, вам приятно жить вот в таком мусоре везде? И эти самодельные канализации, сколько с ними боролись? Я понимаю, что 21 век люди хотят жить с благоустройством. Но вы пойдите в водоканал, вы заключите договора, как это нужно сделать. Они так позвали Ваню, он сделал там, подсоединил канализацию, и потом эта канализация топит 5 домов. Вот такая вот у нас история. От людей это, я считаю, что очень-очень много зависит. Если люди соберутся, если будут работать сообща, и дома будет совет дома, и этот совет дома будет работать в группе, очень много нам помогает Иван Иванович Данилов. У нас как палочка-выручалочка, у нас как папа нашего квартала, да? Только он нам помощь дает, только он. Ему честь и хвала, и прямо поклон низкий. Это правда. Вот, и это самое. Я говорю, если мы будем работать вот как при Иване Ивановиче в 2008 году, мы организовали совет старост, я работала с Евдокией Богдашиной, у нее помощником, ходила по каждому дому и избирала старост. Стали работать хорошо с управляющими компаниями, работали отлично, комфорт тогда была и Джулус. И я считаю, не надо сидеть по одному, а надо сообща сплотиться, и тогда можно навести порядок на квартале. Это мое мнение. Спасибо. Вы что хотите? Вы хотите сказать по Курчатовой? Да, всему по моему. Нет, по всему по моему нет. Вы должны идти четко по тому, как мы договорились. Сейчас Курчатову разберем и переходим к Юниону, хорошо? Потом будем по всему. Давайте, чтобы у нас не было хаоса. Нам нужно решить конкретные, локальные ваши задачи, помойки и так далее. Я вам напоминаю, говорите. Так, ну, конечно же, вот я рад, что и Ирина Михайловна у нас выступила так хорошо. Да, действительно, Иван Иванович у нас молодец. Мы провели столько субботников по дворовым старостам у нас. Есть хорошие, активные люди. На все совещания спасибо, приходят по первому зову. Спасибо вам большое. Если будем объединяться, конечно, мы победим. То есть это Иван Иванович, спасибо. Мы еще раз подтверждаем. Молодец. Кто-то хотел по Юниону, кто-то по Юниону. Все, начинаем разбирать Юнион. Давайте. Сразу представляетесь и адрес. Зажарницкого, 20, Ларионова Евгения. Мы вот живем на 2-м этаже, и у нас дома вообще страшный холод. Мы с сыном болеем, вот как с октября месяца. И не можем вызвать. Мы дома ходим на 2-м этаже, в унтах. Это вообще нормально. Батареи вроде как будто бы теплые. Да? Но вот там в кухне, например, полностью прогревается, в других комнатах сверху теплые горячие, внизу холодные. Приходили, комиссия приходила, посмотрели, сделали акт, и разводят плечами. Что делать, говорю, дальше? Вы типа собственники, и все, типа на этом заканчивается. Умрите, замерзните, это называется, и как хотите, живите как хотите, получается. Скажешь? Да, наверное, та же история, как и посадка. Были вот по утеплению. Посмотрим, скорее всего, радиатор был проверить надо будет. А так может не промывать надо было радиатор. Квартира внизу живая?
У нас на первом этаже есть, да, под нами не живут сейчас соседи, тоже от холода, из-за того, что у нас в подъезде весной вода все время. Она тоже вот выкачивает, один раз выкачали в прошлом году, она опять туда заливается, и вода это все время стоит. А у соседей на первых этажах, получится, вода вообще в квартиру заходит. И соседи просто уехали. А второй сосед, который живет тоже на первом этаже, у них вообще невозможно там находиться. Хоть как он там живет, я вообще не представляю. Как по 12 дробь 1 вы сделали. То же самое, та же самая история. Ну, скажем, ты специалист. Как вот жить-то? Платишь за квартиру каждый месяц, а живешь в холоде. Потому что может все-таки отопление какое-то слабое. Евгений, у нас есть такая практика, мы выезжали по таким же адресам. Я сам лично ходил, протрагивал все батареи. Был человек, с которым мы сами этим занимались, и там у нас есть практика, как сделать тепло при том же температурном режиме батареи. Он к вам выйдет, Юра, ты выезжаешь туда, объясняешь все, показываешь. История та же самая, вот, скорее всего, еще и... Подъезд тоже у нас вот холодно, второй подъезд, да. Сделали вот эту пленку, повесили вместо второй рамы. И дверь у нас вот такая тонюсенькая, тоже, вот, как говорится, из 3 дощечек. Благо утепление дом на болоте сделали. Там и все, повесили вот эту белую. Он на болоте. Квартире, которая под вами есть, ключи, зайти в нее. Уже приходили с этой комиссией, с этим соседом, ну, связь с соседом есть, они приходят. Сказали, что у них как бы холодно. Ну, понятно. У них ключи есть, чтобы найти этого соседа? Ну, да. Найдите его. Юра, ты знаешь, как действовать, вскрыть квартиру, зайти, посмотреть стояки, в каком состоянии окна, после этого уже как дальше. Давай консультацию. Хорошо? Да, посмотрим. Отлично. Все. Следующий вопрос по региону. Добрый вечер, Якутская 47, Афанасьева Ирина Сергеевна, УК «Юнион». Постоянно у меня окна выходит аккуратно по мойку, и вижу все прекрасно. Когда приезжают, как убирают? Убирают, в принципе, регулярно, я могу сказать. Это без вопросов. Еще раз скажите. Якутская 47. Но убирают отвратительно. Уберут вот часть, берут так, чуть-чуть сверху собрали, остальное все остается. Если хотите, могу предоставить фотографии, специально пофотографировал. Посмотрите, пожалуйста, вот ради интереса, полистайте, посмотрите. Бульдозер проехал, прошелся, да? Он сверху чуть-чуть собрал, все остальное все оставили. Я понимаю, все заливают, все выйдет, да, но все равно как-то убирают. Когда летом приезжали, убирали, тоже сама лично выходила, разговаривала с этими рабочими, они говорили, что ругаются, там зарплата мало и так далее. Но мужчина один мне так и сказал, он говорит, когда я, начальнику нашему, говорит, предложил, давай, говорит, я уберу почище, давай я здесь присыплю песочком, мне, говорит, пригрозили, еще раз будешь проявлять инициативу, мы тебя уволим. Потому что нам, управляющим компаниям, невыгодно убирать чисто и хорошо. Потому что субсидию мы тогда, говорит, не получим. Когда приходит комиссия, показывает нам, посмотрите, как у нас плохо. Нам, говорит, там всякие какие-то субсидии, не то там дотации и так далее и тому подобное. Это мне так сказал рабочий наш. Вот так вот. А в общей сложности, да, к ЮНИОНу, если честно, я, в принципе, нормальные диспетчера, нормальные, как говорится, заявки подаем, если с электриком проблемы регулярно возникают, освещение в подъезде, что надо будет лампочки, то он 3 дня идет, то он придет, не придет, то когда вывоз, утилизация вот этих ртуть содержащих лампочек, он приходит, он забирает лампочки, он выходит и у соседнего дома кидает их эти ртуть содержащие лампочки, тут же в какой-то... Я сама лично видела, я достала эти лампочки, пошла следом за ним, достала 2 лампочки и позвонила в управляющую компанию диспетчеру. Ладно, она сказала, извините, давайте встречу по поводу мусора. Вот сейчас будем потом общаться, да, все равно разговаривать, как это все. То, что не все собирают, да, это вот проблема в том, что иногда одна машина у нас. Ну, сейчас, давай, я решение озвучу. Вас еще раз, назовитесь еще раз, мы не успели, я не записали. Ирина Сергеевна, значит, смотрите, и может быть для всех будет дополнительной информации. Ирина Сергеевна, значит, по кварталу 90 точек управляющей компании, так это ориентировочно, по нашей территории, по 17 90 точек. Только по ЮНИОНу. Только по ЮНИОНу. Значит, смотрите, у нас идет один поток. В день, ну, максимум в 2 дня мы успеваем возить. Ну, я говорю, мы, потому что город наш, хотя бы возит их компания. В связи с чем, ну, недостаточно мощностей. Сегодня у нас есть, значит, предложение такое, чтобы мы поменяли КАМАЗы, которые всего лишь на замороженные, этот выбирает, ну, порядка 7-6 кубов, это больше она не берет. Вот. Нам нужно ховики 40. 2 потока.
И мы этих 90 точек пополам поделим и каждый день будем вывозить. Сейчас мы об этом думаем, мы считаем. И будут подбор делать прямо до самой земли. Тем более сейчас зима, и мы можем с подбором с этим прямо до самой земли вместе со снегом вывозить. Другой вопрос, вот сейчас отметили с юниона, наши жители не доходят просто до того места, где есть. Выливают, мы начинаем. Поэтому идти дальше. Я вас вижу, я ругаюсь с ними, но меня посылают на 3 советские буквы и выливают дальше. Мне тут удобнее, так говорят. Мы это знаем, мы понимаем, что с этим делать, и сейчас примем решение, как мы будем действовать. Мы до вас это доведем, до Юниона, до Курчатова и до всех остальных, как это будет действовать. Но нам нужно будет поработать с главой и с вашими компаниями, чтобы жители мы довели, чтобы жители у нас доносили до этой точки. Первое, что мы сократим, время погрузки. День световой короткий. Нам нужно успевать за световой день максимальное количество точек вывозить. Если мы будем 40 минут тратить, Алексей, так получается, мы 40 минут до подбор тратим. Да, ну плюс нам еще мешают гаражи на территории. Да, ну это еще там развернуться, это надо будет по 2,5 кубика, наверное, полторашки брать маленькие. Они малоэффективные, 5 клыки там надо и тому подобное. Если мы не научимся, если мы будем убирать быстро это все, то есть за короткий промежуток времени, это будет в одном месте, мы за день будем вывозить все вместе с этими потрохами. Это первое. Второе. Мы сейчас думаем о том, чтобы обозначить на уровне республики и федерального центра проблему жидких и мерзлых бытовых отходов. У нас нету такой вообще в России такого понятия мерзлые бытовые отходы. Это только у нас в республике. То есть мы живем в особых условиях, и наши твердые мерзлые бытовые отходы, они вообще нигде, ни в каких квалификаторах не числятся. Нам нужно до этого довести, потому что подбор их особенный, даже объемы другие, вывоз другой, доставка другая и погрузка в том числе. И об этом мы знаем. Поэтому проблема мусора нами не изучается, а нами сегодня уже нарабатываются решения, которые мы до вас доведем. И вы их увидите. Пока существуют эти деревяшки, вот такой вот мусор. Конечно, мы сейчас боремся со следствием. Причину я вам сказал, мы ее решим, и озвучим вам, как надо решить. Сегодня с помойкой, по крайней мере, надо... Я забыла еще упомянуть, мерзло про зимний период, да? Про летний период мы не упоминаем. Управляющая компания, да, года 2 назад у нас во дворе наконец-то сделали сливную яму, но сделали ее как бы на высоте. И в результате, когда и сейчас зимой, и летом, когда люди выливают, оно все текет вниз. Да. Смысл? Да. Надо их делать вниз, и тогда и дворы у нас будут сухие, потому что вода будет уходить туда. Я понимаю, вам не выгодно, тогда много фекалов придется заказывать. Но зато у нас будут дворы сухие, у нас все с помойкой, все течет к нам в подъезд. И мы ходим вот тоже поэтому извиняюсь, то, что со всех домов к нам подъезд текает. Вот эти проблемы не существуют, и мы понимаем, что с ними надо решения какие-то принимать, которые... Надо правильно устанавливать эти ямы. Давайте, Якутская 43, Володин Вячеслав Владимирович. Значит, вот Ира правильно сказала про помойки, то что вот на горе получается и все стекает обратно. И вот вопрос тоже, почему у нас в этих квитанциях потом вывоз жидких бытовых отходов. Каких жидких? Кто у нас? У нас фекалка раз откачивает когда-то. Да такого нет вообще. Утилизация ртуть-содержащих ламп. Каких ламп? Если электрика вызовешь, его не дождешься, вот раньше у нас было Виолус, сейчас Юнион. Хочу сказать, вот Юнион, да, они немножко получше работают, более-менее вовремя вывозят, но в то же время, допустим, короб этот убрали, мусор вывезли, короб могут через неделю поставить. А все это вот так вот в пакетах и собаки опять все это растаскивают. Опять же собаки эти беспризорные. Дети ходят в школу, там... Давайте по очереди, чтобы не было вот нас. Потом, значит, в этом году, как никогда, у нас тоже холодно. Я сам работаю в теплоэнергии, подошел к начальнику ОГС, Раисе Борисовне, я говорю, у нас 4-й квартал, работает нормально котельная. Да, все, по температурному графику мы все выдаем. На днях в группе пишут, что пришли сантехники, зашайбировали дом. Как так зашайбировали, если у нас и так холодище? Чьи?
этот самый, я батареи поменял в прошлом году, по-моему, у себя. У меня верх горячий, низ холодный вообще. Я 4-6 ведер вот солью, вынесу, вроде чуть-чуть начинает прогреваться. Так мы по 6500 я плачу квартплату за частичку, за это, ядрено-куриную. В этих благоустроенных квартирах меньше платят. А мы сейчас еще на обогревателях сидим, сейчас за электричество еще нажгем вот так. Их зарплаты копеечные, их ни на что не хватает. И получишь, не знаю, вот. Спасибо Ивану Ивановичу и Михаилу Федоровичу. Вот это реально люди, которые помогают. Вот Иван Иванович выделил насос. Мы каждую весну тонем. Мы этим насосом сами откачиваем, сами следим за ним, сами рукава раскатываем. Потому что пока стройки не было, которую Джода затеял, там была насосная станция, все это откачивалось. Построили вот 4/3 якутская, и вот эту стройку, отсыпку сделали, мы, получается, в низине в самой, к нам течет со всех сторон, мы постоянно тонем, эти лотки постоянно полные. И еще у нас полдома, это съемные квартиры. И по барабану мы и выливают вот помои там возле первого подъезда, допустим, воюем с ними постоянно, делаешь замечания, отворачивает морду и пошел дальше. Ну ты же живешь здесь, зачем ты так пакостишь-то? Ремонт мы делали в подъезде, ну какой-никакой сами, тоже это еще было в приюте у Луси. Я поехал, попросил у них доски, они дали досок, мы там войрот нашли туда-сюда, вот вторую перегородку внизу сделали, сами утеплялись. Пружину там поставили, все. Но я говорю, вот электрика раньше вызовешь, лампочки, чтобы поменял в подъезде, неделю идет, а вот управляющая компания 200 метров от нас. Он что, их на рынке продает, эти лампочки, или что, я не пойму. А так, блин, в основном сами меняем по очереди. Что это такое? Сейчас ответь. Юрий Александрович, отвечай по теплу сразу. Вы же сами теплоэнергии работаете, спросите, кто шайбы ставит. Ну, мы не ставим шайбы, мы наоборот не ставим. То есть шайбируют, конечно. Наоборот, люди жалуются по теплу. В первую очередь приходим, смотрим, шайбы есть или нет. Управляющие компании шайбу не ставят. Они не ставят, но они могут сходить и проверить. Они эти трассы знают, они Нет, мы могут проверяем, идти. смотрите, вы заявку подаете, холодно у вас, да? Мы приезжаем, смотрим, да, холодно, в квартире действительно там вот половина радиатора греет. Идем на узел вода, там шайба обязательно стоит, вот такая. Ваши ставят, экономят, такие шайбы ставят. Теплоэнергию, значит, надо будет обозначить, давайте так, чтобы не было долгого времени. У нас есть планерки, на которых теплоэнергия у нас приходит. Мы знаем эти проблемы, я рекомендую вам на планерках, Юрий Александрович, вот эти вопросы будут поступать, а вы не стесняйтесь, в ДДС. Я каждую ночь звоню в ДДС и спрашиваю, где по теплу, особенно за температурой, где у нас по теплу и так далее. Вот если вы обращались, она бы была. Сегодня вот вы говорите, я точно знаю, этой заявки в ДДС нет. Ну, такие дома. Там хоть как топить такие дома. Там все не откачаешь, там не откачаешь все. Мы понимаем, сейчас мы вам дадим слово. У нас здесь не митинг. Мы четко... А, вам идти надо? Ну, сейчас скажу. Хорошо, тогда, Юрий Александрович, тогда давайте все-таки вот эти вот шайбированные, не шайбированные ситуации проясните. Если там действительно теплоэнергия, проверьте. И мы этот вопрос завтра Максиму Макаровичу поставим на видео. Хорошо? У теплоэнергии такой график. Они тут материалы, но вот так на камеры такой новый. Один и тот же график. Я понятно, что он 2012 года график меняется. Что молчите тогда на планерках? Что молчите? Значит, Алексей Георгиевич, я вам говорю, и Юрий Александрович вам говорю, если вы замалчивать будете на планерках, вот эти вопросы с теплоэнергией, так оно и будет. Гудите, шумите и сразу в первую очередь обозначайте об этом. Потому что они приходят для этого на планерки, если нет тепла. Вы слышите, о чем я говорю, мужчина? Спасибо. Давайте, вот дама хочет там быстрее на работу идти. Подождите, мужчина, сядьте, пускай скажет. Вечер добрый. Жалескова, 42, Финансистова. Так, у нас до апреля была управляющая компания Union. Потом они от нас отказались. У нас теперь нет управляющей компании. Это как понимать? А потом эта же управляющая компания Union
предоставила мне квитанцию за 2 месяца, что они обслужили меня. За какие месяцы? Там октябрь-ноябрь, по-моему. Этот год. У меня первая квартира. Я ходила платить, да, вот за отопление, за свет, да, и мне сказали, у вас есть задолженность 2 месяца, вот Юрия вам предоставила, а вы говорите, у вас нет управляющей компании. Вас как зовут? Аграфена Сивцева. Отчество. Михайловна. И это наш дом круглогодично стоит в воде, да? Вот у нас зимой под полом лед, а весной и летом вообще по колено вода. И вообще мы живем в помое, и это самое, ну сами понимаете. Я вот отвечу, да, на этот вопрос. Журналистского 42. Отказались в сентябре месяце, в конце сентября Юнион отказались, и жители пришли в управу. Я им попросил, давайте, ребята, раз у вас нет управляющей компании, давайте собираем собрание. Хотя там уже дело можно было и без собрания проводить. У вас там новый жрец появился во 2-й квартире, по-моему. Во 2-й квартире она приходила, я ей все пояснил, как надо действовать. Вот управляющая компания ИП Курчатова. Они готовы вас взять и обслуживать этот дом. Я направил, сказал, хотя бы один представитель от дома пойдите, так, и заключите договор. Все, это было в октябре месяце, начало октября. И все согласны были. Вот до сих пор не дошли. Вот стоит у нас заместитель директора Шишков Алексей Георгиевич, он не даст мне соврать. Так что подойдите, пожалуйста, да, и заключите договор с управляющей компанией. Это по одному надо или? Но надо у вас староста там есть. Вы можете там свое согласие протокольно сделать, что там со 2-й квартиры женщина председатель совета дома, и можно потом уже всех по одному там заключить договор. Добрый вечер. Курла Владимирович. Сейчас она договорит. Он обещал нам траншею где-то. Где? Где-то. Это не продвинулось, да, кажется, вот, чтобы от нас ушла вода. Ну, про траншеи я вот что скажу. У вас дом стоит, по идее, на высоком месте, там как болото, есть занижение, дом на линзе стоит, там болото рядом. И стоят 2 каменных дома, откуда вот насосная станция. Постоянно каждую весну, да, там случаются и аварии, и все, и дом постоянно в воде. Весной, летом, вот, но стараемся как можем, качаем. Вот. И я задал вопрос вот этот, по траншее, да, по водоотводному лотку, не траншея, а по водоотводному лотку. Я задавал вопрос, когда дорогу делали, Алексей Сергеевич Николаеву, я задавал вопрос, сказал, дорогу мы поднимаем, а дома у нас остаются внизу. Он сказал, мы продумаем, и вот, да. Не додумались. Ну, я думаю, Хлебников обещал нам машину песка, так и не привез. Хорошо, не будем говорить о тех, кого нет, поэтому давайте, мужчина, говорите. Добрый вечер. Владимир Григорьевич, Якутская 4 дробовик. Так, ну, по управляющей компании «Юнион» я могу одно сказать. Они где-то работают нормально, где-то вообще отвратительно. Сейчас я начну вам рассказывать. Значит, в том году меня полностью топило весь год. В неделю я выкачивал, вот Михаил Федорович в курсе, он даже помпу мне привозил сам лично. В неделю, каждую неделю, я живу на 1-м этаже, я откачивал по 200, по 300 кубов говна. У меня пол полностью в говне. Я хожу в сапогах дома. Напротив общественный туалет, который весь забит, грязный. Они льют помои туда, все льют, дышать невозможно. Я дышу только фекалиями в доме. Я заработал ревматизм в этом доме. Вот сейчас через год операция, мне сказали уже врачи. Вот так. Я пенсионер. Значит, из-за фекалий вот этих самостоятельно вот эти сливы все, зимой они лопаются, все бегут под дом. У меня угловая квартира. Все, я тону.
В этом году пока еще, правда, не было, но я чувствую, что к Новому году начинается, к Новому году. Все. И потом до весны, до самой, пока лето не наступит, меня топит. Михаил Федорович не даст соврать. Однозначно. Правильно я говорю? Он сам помпу лично мне привозил. Давайте вот. так. Потом, кроме помоев, что еще есть у вас? Кроме помоев. Так, что там у нас? Сейчас дойдем до собак. Сейчас с собаками отдельно. Нет, собаки надо, ловить их надо. Другого способа у нас нет. Сейчас, пока вы думаете, Михаил Федорович ответит вам, в чем вы... Стоп, сейчас, подождите. Мы ответим нашему жильцу. У нас вопрос-ответ, мужчина. И вы добавите потом. Да, действительно, это проблемный у нас дом на аварийном прикрытии, вот, и поэтому там в тарифах нету, чтобы проводить. Если какая-то аварийная ситуация, управляющая компания выезжает, делает. И остальное, то, что внутри дома, ну, жильцам тоже как-то надо. Мы, конечно, от управы все стараемся помогать. Сами тоже вот совместно с жителями и качали там, и траншеи рыли. Весной, конечно, этот дом уже, по идее, сносить надо давно. Самовольная. Да, и самовольная канализация, конечно, жители там. Аварийный, да. Так, давайте... Никольская 4, Новикова время. Я хотела наоборот похвалить ее. Года 3 тому назад Курчатова от нас отказалась. Мы месяца 3 или 4 без никого были. Мы подошли к строительному округу, Михаил Федорович, который сам приехал с Сарачаном, приехали к нам возле двор, ну как во дворе там 4, 4/1, 4А и 4Б. От нас отказались. В итоге приняли на семью. Я написала заявку, чтобы они сдали электричество, трубы поменяли по квартирам, по коридору, там где вот что, там все это. Они все это сделали. Я, наоборот, устраиваю меня этой компании Union. Потому что некоторые, может, даже сами не пишут и потом жалуются, чтобы нам все это сделали. Никто Давайте сравнивать не будем, мы говорим о тех, как... Я хочу поблагодарить. Да, Юра слышал, да? Можете передать своему руководству, есть не все так плохо. Хорошо, вот рядом... Так. Давайте я до конца скажу. Вы сказали уже. Так, пополам, у меня полы прогнили полностью, так? Я написал заявление в управляющую компанию. В чем они мне отказали? Полы провалены у меня полностью. Что в одной комнате, что во второй комнате. В комнате вообще холод дует, заваленки я утеплил, толку нет от этого. Потом что еще у нас? Да, балки прогнили, это понятно. Износ дома 93%. Я подал в суд на управляющую компанию. Прокуратура никакого действия не приняла. Я сейчас на прокуратуру написал. Но ответ дали мне, что меры принимаются. Затем, в прошлом году я вызывал телекомпанию НТВ. Они делали съемки, как меня топят. И вот, знаете, вот ступень вот эта, да, у меня под полом воды сантиметров на 15 выше. И на полу вода. Соцзащита приехала, у меня бабушка жила. Забрали бабушку. Даже разговаривать не стали. А сейчас она вот здесь живет, на первом этаже. Хорошо, вы все сказали? Да. Вот бабушку-то забрали, она человек, а я скотина получаюсь. Хорошо. Мы услышали. У кого вопросы еще есть по Юниону? Здравствуйте. Сейчас пусть этот просто скажет человек, что рвется. Вот, это всех управляющих компаний касается. Нет, давайте говорить по одной. Сейчас у нас начнется хаос. Вот это я к вам вопрос задаю сейчас. Давайте мы сделаем... Подожди, ну секундочку. Это вот улица Пионерская. Так, вот она убойная, детей там можно давить. Кто за благоустройство отвечает? Курчатов или нет? Дальше, двор мой. Тротуарчики проходят. Кто за них отвечает? Курчатов или нет? Дальше, мусор разбросан мимо помойки. Это кто отвечает, Курчатов или мы? Вот с кого спрашивать конкретно? Если от Курчатова за помойку только отвечает, вопросов нет. Если он за Пионерскую отвечает, тогда к нему тоже вопрос. Вот мне разъясните, кто за что отвечает? Давайте так, по Курчатовой мы закончили разговаривать. Вам Курчатова отдельно сейчас останется. Сейчас ставить весь хронометраж, персонально. Мы по Курчатовой проговорили. Вы последний говорили. Давайте по Юниону. Никольская 39/1.
Иванова Надежда. Я живу на 2-м этаже, квартира у меня угловая. Я замерзаю ночью. У меня 20 градусов, даже вот еле с трудом доходит температура. Сверху батареи немножко чуть теплые, я их вообще все руками держу даже, понимаете? Внизу холодные. А в первой квартире там живут инвалиды, там они вообще замерзают. У них от 8 до 10 градусов тепла. Вот вы приезжали, говорят, комиссия, что-то там должны были у них там сделать, навести порядки, но до сих пор там никого больше не было. Все стены у нас, получается, ну вот эта вот пакля, видать, она уже давно, птички ее вытащили. И у меня, получается, вся стенка, она зашитая в антресоли. Но дело в том, что у меня все замерзает. Вот в этой антресоли у меня все в снегу. Я все вещи отдираю ото льда. Но какое, конечно, будет? И тепла нету в трубе, и дом весь уже на износ. Вода стоит у нас зимой и летом. Михаил Федорович знает, насос приносил нам. Мы все качаем тоже сами. Но это же ужас. Жить-то уже просто невозможно. Вот мы все на пенсии, как говорится. До чего мы дожили, как говорится. Нету ни света белого, ничего, даже тепла уже нету. Ну, давайте так, у нас, Юрий Александрович, у вас есть что-то сказать по этому поводу? Ответить человеку? Или мы также пойдем по теплоэнергии, выяснять будем сначала шокирование? Давайте. Вас услышали? Вот человек, он сидит, он достаточно компетентный, Юрий Александрович, исполняющий обязанности, это или зам Юниона. И он приедет сейчас все вопросы, которые... Я хотел бы товарищу корреспонденту сказать, вы должны понимать, зачем мы здесь, ну, вы снимаете здесь информацию. Вы должны, я вам говорю, чтобы корреспондент уже там это заснял, а потом там где-то представил. Я реально смотрю ваше состояние дел. То, что они мне докладывают, это одно. То, что я на планерках слышу от этих, это другое. А вы либо подтверждаете мне то, что они мне договаривают, либо я это, ну, обратно. Я не подтверждаю это, соответственно. Я буду делать до тех пор, пока в этом зале не будет ни одного человека. Я буду сюда приезжать до тех пор, пока вы будете приходить и жаловаться. Это чтобы они всю свою работу исправляли. Поэтому вы выговариваете, как вот сейчас вы говорите, да, вопросов нету. Я буду делать замечания управляющей компании, глава округа будет контролировать, вот депутат сидит, будет слышать. До тех пор, пока мы не устраним все ваши жалобы. Пока я на ИДТС не увижу 0. Я еще раз повторяю, та часть, которая у вас сегодня по дворам, по жилью именно, вот по домам, по самому дому, это отдельная история. А вот в части того, что сейчас и здесь, помойки, холод и так далее, там перемороженные стейки, это надо прямо сейчас делать. Вы же живете в их квартире сейчас, мы же вот так не сделаем, и у нас не построит Джода там или другая компания, через 2 дня здесь новые 9-этажки. Нет. Нам нужно это понимать с вами. Я вам об этом и говорю. Я об этом, вы слышите, о чем я говорю? Надо уметь тоже слышать и слушать. Поэтому вы, пожалуйста, слушайте, слышите. Поэтому, пожалуйста, выговаривайте сейчас, выговаривайте. Юнион еще есть претензии? Говорите. Здравствуйте, я представитель от моей мамы, от Семёна 21-я квартира, вы были у нас. Написала мама письмо. Да. Ответ пришел от Михаила Федоровича. Нас сказали, на следующий год, 2019 года, обратиться в управляющая компания «Юнион» по вентиляции, чтобы вы сделали. Хотя это должны делать СГХ, квартира муниципальная. Сейчас начинают, кто это должен делать? Ответьте, пожалуйста. Мы делать будем. Если наша муниципальная, значит мы будем делать. Сейчас ее Саха Трансгаз вызывает, типа неправильный договор. Заявку подают они СГХ, вот управляющая компания. Нет, написали там что? УК «Юнион». Надо было вам тогда написать мне. Но у вас сейчас все там работает? Наполовину. Что значит наполовину? Наполовину. Там потому что опять сыпется все. Видимо, опять все эти кирпичи забивают. Там же кирпичная кладка, она вся разрушается. Не, они же трубы сделали, Лена. Нет, они не сделали трубы. Они не сделали. Нет, там общая труба. Она сейчас сыпется и опять, видимо, забивается. Она на улицу не выделена. Нету ее, она в квартире так и осталась. Не доделали работу СГХ, не доделала работу в 2013-2014 году.
Пока квартал не снесут, надо добиваться, чтобы квартал снесли. Да не надо добиваться там ничего, мы уже решение приняли, так что там добиваться? В другое время будет. Давайте Семенов закончим, а потом по строительному. Давайте. Ну все.